Наступило утро, проснулись растения, запели птицы. Здравствуйте, дети! Плывут по небу облака. Привет, дети! Выглянуло солнышко, приласкало нас своими теплыми весенними лучами. Здравствуйте, дети! Зовут меня Ирина Николаевна. Я тоже приветствую каждого из вас вместе с проснувшейся природой, вместе с новым днем. Руки на месте, ноги на месте, локти у края, спинка прямая. Телеурок. Мы с вами начинаем урок математики. Но сначала поиграем. Молча, устно вычисляем. Да смотрите, не зевайте, на вопросы быстро отвечайте. Проверяем свой ответ, кто ошибся, а кто нет. Первое слагаемое – 6, второе слагаемое – 5. 12 уменьшить на 2, а потом еще на 5. 13 уменьшить на 3, а потом еще на 4. Сумма чисел 9 и 3. Запишите 1 десяток и 4 единицы. Решите цепочки в тетрадях и расставьте ответы в порядке уменьшения. Проверяем. 10, 13, 9, 11, 12. Расставьте числа в порядке убывания. 13, 12, 11, 10, 9. Ребята, какое число лишнее? Верно, 9. Это число однозначное. И у вас получилось слово «капля». Сегодня на уроке мы будем путешествовать с капелькой воды. Оцените свою работу. Работал без ошибок. Нарисуй большую капельку воды. Допустил ошибку среднего размера. Не смог выполнить задание маленькую. Ребята, тема нашего урока – вычитание вида 15 минус 16 минус. Сегодня на уроке мы узнаем прием вычитания однозначного числа из двузначного на примере вычитания вида 15 минус 16 минус. Научимся решать примеры данного вида, сможем применить свои знания в жизни. Вот сегодня мы с вами вместе с капелькой и узнаем, как решаются такие примеры, каким способом можно это сделать. Капелька предлагает вам решить пример 15 минус 6. Для решения примера нарисуйте 15 синих кружков. Подумайте. Подумайте, как удобнее вычесть 6 из 15. Число 6 раскладываю на сумму удобных слагаемых так, чтобы 15 уменьшить до 10. 6 – это 5 и 1. Из 15 вычитаю 5 кружочков. Будет 10.
и вычесть еще один, получится 9. Значит, из 15 вычесть 6, получится 9. Давайте составим алгоритм вычитания. Вычитаем столько, чтобы получить 10. Вспоминаем состав вычитаемого. Вычитаем из 10 оставшуюся часть. Читаю ответ. А теперь, ребята, Капелька хочет познакомить вас с другим способом решения примера данного вида. Нужно вспомнить состав числа 15. 15 – это 9 и 6, 8 и 7. Запишем пример. 9 плюс 6 равно 15. Назовем компоненты сложения. 9 – первое слагаемое. 6 – второе слагаемое. 15 – сумма. Если из суммы вычту первое слагаемое, то получу второе слагаемое. 15 минус 9 равно 6. Если из суммы вычту второе слагаемое, то получу первое слагаемое. Значит, 15 минус 6 равно 9. Вы, наверное, устали. Ну тогда все дружно встали. Ножками потопали, ручками похлопали. А теперь давайте вместе все попрыгаем на месте. Повертелись, покрутились и за парту тихо сели. Посмотрите, кто к нам пришел на урок. Ежик. Много цветов нам ежик принес. Вот лилия, ландыш, гвоздика и флокс. Вот астра, ромашка, мак и мимоза. Ирис, фиалка, тюльпаны и роза. 2 колокольчика, 2 одуванчика. Сколько цветов получили от ежика? Кто потрудится цветы сосчитать? Прошу вас ответ поскорее мне дать. 16 цветов. Верно, эти цветы приготовил ежик для нашей Капельки. А почему именно такое количество цветов? Кто-то догадался? Кто подскажет, чем мы займемся на минутке чистописания? Верно, минутка чистописания – число 16. Число 16 состоит из 2 цифр – единицы и шестерки. Что вы можете сказать об этом числе? Оно следует за числом 15, предшествует числу 17. Оно меньше 17 на 1 и больше числа 15 на 1. Двузначное. В нем 1 десяток и 6 единиц. Ежик предлагает нам решить пример 16 минус 7, передвигаясь по числовому ряду. Находим в числовом ряду 16. Чтобы выполнить вычитание, будем двигаться влево, в сторону уменьшения. Нужно вычесть 7, значит, сделаем 7 шагов. Мы остановились на числе 9. Это и есть ответ нашего примера. Получаем 16 минус 7 равно 9. Для выполнения вычитания таким способом
можно пользоваться линейкой. Капелька и ежик предлагают вам запомнить правила вычитания чисел с переходом через десяток. Запомни, чтобы из двузначного числа вычесть однозначное число, надо сначала вычесть ту часть числа, которая содержится в разряде единиц уменьшаемого, а затем из десятка вычесть оставшуюся часть. Рассмотрим, как с помощью графической модели можно объяснить и вычитание. 16 минус 8. В уменьшаемом 16 – 1 десяток. И 6 единиц. Вычитаемое 8 разбиваем на части 6 и 2. Вычитаем сначала из 16 6 единиц, получаем 10. А потом из 10 вычитаем оставшиеся 2 единицы. 16 минус 8 равно 8. Давайте решим пример 16 минус 9. В уменьшаемом 16 6 единиц, поэтому вычитаемое 9 разбиваем на части 6 и 3. Вычитаем сначала из 16 6 единиц, получится 10, а потом из 10 вычитаем оставшиеся 3 единицы. 16 минус 9 равно 7. Давайте вспомним алгоритм вычитания однозначного числа из двузначного до 20. Чтобы выполнить вычитание с переходом через десяток по частям, необходимо определить число единиц в уменьшаемом и разбить вычитаемое на две части, одна из которых равна числу единиц, а потом выполнить вычитание по частям. Вставьте пропущенные числа, чтобы примеры были решены верно. Запишите в тетрадь и запомните. Девять, 7, 7, 7, 9, 8. Молодцы! Ребята, наш урок подходит к завершению. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке мы с вами узнали приемы вычитания однозначного числа из двузначного на примере вычитания вида 15 минус 16 минус. Научились решать примеры такого вида и теперь можем применить свои знания в жизни. На этом наш урок окончен. Капелька и ежик благодарят вас за активную работу на уроке и приготовили для вас в подарок опорные схемы, подсказки для решения примеров на вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через десяток. Первый способ. Вычитаемое заменю суммой удобных слагаемых. Второй способ. Уменьшаемое заменю суммой удобных слагаемых. И третий способ. Уменьшаемое заменю суммой разрядных слагаемых. На этом наш урок окончен. До свидания, до новых встреч!